На днях мне посчастливилось попасть на дежурство на скорую медицинскую помощь. Я на себе ощутил, каково это быть спасателем и ежеминутно выполнять благородный, но не всегда благодарный труд. Первый вызов нашего ночного дежурства был на лежавшего на улице мужчины. Включив проблесковые маячки, мы выдвинулись на спасение больного. Без включенных маячков проехать по нашим улицам, заполненным автотранспортом и невежливыми автомобилистами, практически невозможно. Сегодня нам удалось попасть на станцию скорой помощи, и я буду присутствовать на дежурстве этой бригады. Я сейчас попал в бригаду, как называется бригада? Шестая бригада, обычная, да, линейная бригада. Линейная бригада номер 6. И фельдшер, представьте, пожалуйста. Это Лина Егоровна Гуринова. Лина Егоровна, расскажите, пожалуйста, про сегодняшнюю работу вашу. Во сколько вы приступили? Сегодня я приступила с 7 часов вечера. 7 вечера? Да, до утра, 8 часов утра. И сколько вызовов обслужить? Ну, только... Сейчас у нас какой по счету? 271. 271 вызов сегодня? 271 вызов был сегодня с утра. Уже 271 вызов, почти 300. И сейчас мы едем на какой вызов? Лежит пьяный по улице Петра Алексеева. Прибыв на место происшествия, мы обнаружили группу агрессивно настроенных молодых людей, которые всячески противились осмотру медицинского персонала, поднимали руку и нецензурно бранились на женщин, беззащитных женщин. Нам с трудом удалось уговорить пострадавшего с травмой головы и посадить его в машину, а его собутыльник не хотел его отпускать и начал бить кулаками по движущейся скорой помощи. Прибыв в приемный покой Центра экстренной медицинской помощи для оказания медицинской помощи и уточнения диагноза путем рентгена черепа и компьютерной томографии, мы с трудом вывели больного из машины, потому что он сопротивлялся, нецензурно бранился и пытался размахивать кулаками. Трудно представить себе, с какими сложностями приходится сталкиваться женской бригаде, из которых состоит большая часть карет скорой помощи. Это люди в алкогольном опьянении, наркоманы и неадекватные больные, которые бывают очень опасны. Войдя в предбанник приемного покоя, девушки стали одевать на пьяного больного бахилы, рискуя получить удар ногой ботинком 45 размера по лицу. Полный пансион. Выпил, подрался, а его еще обхаживают. Медикам приходится выслушивать нецензурную брань, получать побои от таких вот пострадавших. Вот вы видите, что он сопротивляется. Мне с трудом удалось его сопроводить в приемное отделение. Сев обратно в машину, мы получаем новый вызов. На этот раз пострадала молодая женщина. После длительного употребления алкоголя у нее развился алкогольный делирий или психоз, а по-народному белая горячка. Я спрашиваю водителя, часто ли бывают такие случаи нападения на сотрудников скорой? Ну, как сказать-то? Иногда бывает, конечно. Но они всегда, иногда будут агрессивными и никогда не слушаются, когда вот что-нибудь... Сейчас даже вот пытался размахивать руками же один. Ага. Этого пьяного человека, да? Да. Вот так часто бывает.
На выезде из территории Центра экстренной медицинской помощи на шлагбауме нам дорогу перегородил люксовый кроссовер с избранными номерами. По правилу автомобилисты должны давать преимущество автотранспорту со спецсигналами. Но, как видите, приехали на вызов, и там оказалось, что пьяный человек, да, со своим собутыльником. И он сопротивлялся активно, даже можно сказать, размахивал руками, да, его напарник не хотел отпускать, всяко грубил и руки распускал. Ну, такие случаи много бывает, да? И вежливость пациентов, что такое, есть вежливость или нет? Ну вот, часто дают такие вызова, которые как лежит пьяный, там на квартиру вызывают, на улице, там в подъездах. И мы приезжаем, как бы женская бригада 50 числа, да, произошел инцидент, случай такой, то, что тоже лежал молодой человек на обочине дороги. Мы его завели в машину, и он начал агрессивно вести себя, нецензурно выражаться. Начал душить меня, так резко схватил, получается. В машине, да, здесь? В машине здесь, да. Мы пока ждали полицию, пока вот полиция ехала. И около 20 минут. И в машине, вот кроме вас, кто был еще? Вы рядом с ним, да? Ну, Расскажите. Ну вот 30 числа. Меня зовут Ким Александра Степановна. Ну, таких случаев очень много. 40-50% все лежат на улице. Вот как убрали медвредитель, и зимой, независимо от сезона, да, и зимой, и летом, все же лежат в состоянии алкогольного опьянения, очень агрессивные. Мужчина лежал уже ушибленной раной, да, или его избили, или он там ударился хорошо на обочине дороги. Мы его завели. А потом он, когда себя пришел, почему-то подумал, что мы его избили. И начал на нас кидаться кулаками. Мы его успокаивали, но все равно до конца частично мы его осмотрели. Мы его предложили поехать в республиканскую больницу номер 2, приемный покой, чтобы для ПХО раны, да, для рентгена, для консультации нейрохирурга. Он наотрез отказывается. Затем он первый раз выпрыгнул с машины. Он не в состоянии стоять даже на ногах. Куда он пойдет? Мы, когда кидался, сразу мы 02 вызвали. Давай мы его вторично его завели в машину. Для уточнения адреса меня позвали на рацию. Я в рации когда объясняла. Пока я объясняла, резко вот Италина начала кричать, его начал душить, и мы вот как бы с водителем быстренько. Ага, ну это моментально все быстро произошло. Мы его сразу начали откидывать. Ну, полиция приехала, мы его сдали. Ну вот, таких случаев очень много. Зарегистрировали там все эти побои, все зарегистрировали? Конечно, все регистрировали, заявление написали. Ну, если бы вас не было рядом, он бы задушил, да, хорошо, что у нас водитель как бы вот автоматически быстро. Нет, водитель другой был, у нас Чеботарев Анатолий был Николаевич, он быстро его откидывал. Или бывает, что приезжаем без сознания, там, в коматозном состоянии, родственники бывают пьяные. Или не то, что вот в алкогольном опьянении, бывает и вот собаки, да, накидывается, или мужчина в состоянии алкоголя, или держит собаку, да, это же тоже опасно. У нас самозащиты вообще нету. Некоторые областях, говорю, электрошокерами, да, ходят, вот, хотя бы баллоны газовые. Никакой защиты нету. Мы можем вести, мы как вести по 150 килограммов с высокого этажа, сами спускаем, вот, смотрите, у нас килограмм больше 50, да, вот, или находим, очень сложно работать, конечно. И каталочных много, коматозных, ну вот, состояние алкогольного, конечно. Наркоманы бывают, наркоманы? Ну, конечно, бывают спасники. Выслушав страшные истории от представительниц слабого пола, которые трудятся на скорой медицинской помощи, мы обратились за комментариями к руководителю Дмитрию Босикову. Дмитрий прошел путь от санитара скорой помощи, став фельдшером, а затем и врачом-реаниматологом реанимационной бригады. Недавно он был назначен заместителем главного врача. Девушка сказала, что хамство со стороны пациентов продолжается и даже увеличивается с каждым годом, да? И скажите, пожалуйста, сколько случаев нападения было на бригаду?
бригады скорой помощи на вашей памяти? Все дело в том, что если говорить о хамстве, с тем, что с той грубости, с которой сталкивается бригада скорой помощи, и о явных фактах нападения на бригады с применением как морального насилия, так и физического насилия, то есть я считаю и угрозы в том числе, то эти случаи происходят ежедневно, по нескольку раз в день. Другое дело, что не всегда бригады об этом заявляют, и не всегда дело доводится до конца. Вот. Но бывают громкие резонансные дела, случаи на Камчатке, например, или случаи с бригадой скорой помощи в Алдане. У нас тоже такие случаи есть. Вот в 2015 году я выезжал на вызов. Мы попали в квартиру с пьяной компанией, где у одной из девушек было ножевое ранение. Но, к сожалению, они слишком поздно обратились за скорой помощью, и от полученной травмы она скончалась на месте. Помочь было нечем, и когда мы об этом сообщили родственникам, один из молодых людей потерял над собой контроль, схватил нож кухонный и направился в нашу сторону. Так, вы знаете, он был в состоянии алкогольного опьянения, непонятно, что он хотел сделать. Но, в общем-то, настроен он был агрессивно. Слава богу, у нас в нашей выездной бригаде тогда было 4 человека. Это была бригада реанимации усиленная, и 3 из них были крепкие ребята. Поэтому мы вступили с ним в бой и, в общем-то, скрутили. После этого мы долго ждали полицию, что какой-то загруженный вечер был. Неизвестно, что бы случилось, если бы на такой же вызов попала бы бригада из 2 хрупких девушек, например. Например, такая бригада, с которой вы сегодня стажировали. И в конце нашей беседы скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы скорая приезжала быстрее? В первую очередь необходимо при вызове скорой помощи правильно ответить на вопросы диспетчера, который принимает вызов. В зависимости от этого сформулируется правильный повод. Люди в экстренной ситуации зачастую начинают нервничать, начинают торопить диспетчера, бросают трубку. Этого делать ни в коем случае не стоит. Диспетчер поможет психологически, успокоит, если это требуется. И, ответив на все его вопросы, он правильно сформулирует вызов. После этого вызов будет передан в зависимости от экстренности этого вызова ближайшей свободной бригаде. Ну а бригада прибудет на место только наиболее быстро в том случае, если все участники дорожного движения в часы пик с пониманием отнесутся и уступят дорогу машине с включенным проблесковым маяком. В заключение хочется отметить, что действительно труд медиков – это очень сложная и опасная работа, где без понимания общественности и уважительного отношения общества к врачам, медикам не обойтись. Уступите дорогу, спасите жизнь.